Уф, я уже забыл, чё я говорил. Ладно, серия получилась офигенная. Вот эти эмоциональные вставки, вот эти арты, сама атмосфера, музыка, прям до дрожи продрогала. И, ну, если из такого посмотреть, да, вообще просто. Ну, и экшен был, и такая, и стекло было. Потом из геймплейной части мне что понравилось, что мы начали как-то торопиться. Вот тупим, начинаем подгонять. Давай быстрее, там, чтобы вот этих бесконечных обсуждений на час не было. Вот это тоже хорошо получилось, что. В общем, была очень интересно построена сцена, был очень хорошо раскрыт, персонаж, то есть взаимодействие персонажей Гектора и Нинель. В принципе, их путь, инь и янь, если так можно сказать. То есть светлая, чистейшая, праведная душа и темная, смоляная, которая защищает ту светлую душу. То, как он пошел на самопожертвование. Очень была хорошо сделана вставка с музыкой. Я не ожидала, что она будет именно в этой сцене, но, блин, она действительно очень хорошо подошла для этой боевки. Очень хорошо было описание. Плюс было учтено, что, персонаж Нинель, она слепая, и по факту она видит только души, только сгустки очертаний, которыми являются люди. В начале боевки я ожидала, что это будут, ну, просто обычные картинки людей с разными лицами, но когда видела полностью построенную сцену под взгляд персонажа, была, так сказать, обескуражена, удивлена и восхищена. Там смешалось несколько эмоций, и на фоне просто именно музыки, ситуации, того, как были подобраны арты, я испытала очень сильные эмоции. В принципе, как эмоциональный человек, я расплакалась. Вот когда мой персонаж, э, кричал, Гектору, кричал, что «Остановись, останься со мной», я действительно плакала. То есть мне было очень тяжело говорить нормальным голосом, потому что персонаж рыдал, и я рыдала вместе с персонажем, переживая его эмоции, переживая ситуацию. Это была очень хорошо поставленная сцена, которая, буквально позволила пережить эмоции персонажей и очутиться на время в мире Пангеи. В принципе, очень много таких интересных сцен бывает, в Пангее. Если вспомнить предыдущие кампании, вот самая первая, в которой я играла, это был осажденный город, который пришел, куда пришла Элнариэль с, ее спутником Томми, по факту ее приемным сыном. Все ситуации, которые происходили в городе. Сама концепция города была крайне интересная, интересные персонажи. А, Было много интересных событий, которые происходили, и было очень интересно погружаться в мир Пангеи, во все эти истории, которые прописал мастер. А, Кстати, мир буквально подстраивался под игроков, и было интересно наблюдать за тем, как мастер выкручивается из, ситуаций, в которые приводят в действие персонажей и их игроков. Да, предыдущая кампания, которая была, этот типичный вторник, в нем тоже было очень много интересных ситуаций. Смерть одного из персонажей после разбития кристалла. То есть то, как была поставлена музыка, то, как была сделана сцена, тоже очень круто, очень понравилось. А, в принципе, было много сцен, в той кампании, типичном вторнике, которые прям брали за душу и заставляли переживать эмоции своих персонажей. Если хотя бы вспомнить, когда была с Стена в этом с Архивариусом, где 2 персонажа прятались. Тоже была очень эмоциональная сцена. Очень эмоциональная сцена была с раскрытием личины одного из персонажей, когда узнали, что он буквально кот. Тоже были интересные, классные сцены.
В принципе, завершение кампании тоже замечательно прошло. То, как, наши персонажи разошлись, каждый по по своему предназначению или ушли куда-то вместе. Нынешняя кампания тоже идет достаточно хорошо. Конечно, есть какие-то взаимонепонимания между игроками, какие-то нововведения, изменения, но по факту их нужно просто пережить и договориться друг с другом, чтобы прийти к согласию и дальше продолжать жить в мире Пангеи, создавать новых персонажей или продвигать сюжет нынешних. Да, в принципе, очень понравилось, что можно перенести одного персонажа, из одной кампании в другую и продолжить его историю, продолжить раскрытие этого персонажа уже с какой-то другой стороны. Рассказать его историю и завершить ее. Не обязательно история этого персонажа закончится как-то положительно, но и у плохой концовки может быть свой какой-то сакральный смысл.